В эфире программа о необычном, интересном, полезном и необходимом. В студии 11 мы стартуем прямо сейчас. Вот что вы увидите буквально через минуту. Всегда под рукой. Как развлечь ребенка с пользой? К столетию Коми театр мод представляет новую коллекцию. По лесам, по полям юные курсанты вышли на марш-бросок. Первым делом заглянем в календарь. 2 сентября – день окончания Второй мировой войны, в которой участвовало 57 стран. Он был официально объявлен спустя сутки после капитуляции Японии. Еще 2 сентября отмечают День Российской гвардии, учрежденный в 2000 году указом Владимира Путина в связи с 300-летием императорской гвардии. Она была создана в начале царствования Петра I из потешных войск в составе Преображенского и Семеновского полков. По народному календарю сегодня Самойлов день, когда просили хорошей погоды для осенних работ. В лесах уже появлялись первые зимние опята, и дети с корзинами отправлялись за урожаем. На столе частым блюдом в этот день были жареные грибы с картошкой. Провести время с ребенком, да еще с пользой, дорогого стоит. Можно предложить какую-нибудь занимательную игру, использовать при этом подручные средства или популярные нынче вещи. Ребенок – вечный двигатель. Как научить его контролировать свою двигательную активность? В этом помогут игры на развитие чувства ритма. Для этого нам понадобится обыкновенная перчатка. Я взяла для себя взрослую перчатку, ребенку, конечно, детскую. Посмотрите, на каждый пальчик пришиваем разноцветную пуговку. Что они у нас умеют делать? Вот как они у нас звонко стучат. Познакомим каждую пуговку с большим пальчиком, с белой пуговкой, попеременно постукивая в нужном ритме. Можете показывать ребенку, а ребенок повторяет за вами. Или дайте возможность ему самому поэкспериментировать и почувствовать свой ритм. А теперь попросим нашу чудо-перчатку потанцевать прямо по поверхности стола. Потанцевать можно одним пальчиком, можно подключить второй пальчик, а можно и 3, если всеми 5 пальчиками. Можно потанцевать и вправо, и влево, вперед, назад и по кругу. Определим пуговку кругом, обозначив его тем цветом, который у вас на перчатке. Внимательно рассмотрим схему. Розовая пуговка 3 раза, голубая пуговка 1, желтая 3 раза и зеленая 1. А теперь попробуем это сделать в темпе. Поехали! Схемы могут быть разные, с разным количеством пуговок и количеством ударов. А можно предложить ребенку самому составить ритмический рисунок. Для этого нам понадобятся обыкновенные крышечки такого же цвета, как пуговки на вашей перчатке. И предлагаем ребенку, с какой пуговки, с какого пальчика он начнет стучать. Желтую. Положили желтую пробочку. Сколько ударов? Для этого нам понадобится цифра. Например, 3. Дальше. Какой цвет у нас идет? Розовый. Хорошо. Сколько раз будет розовый? Ребенок сам выбирает нужную цифру и выстраивает нужный ему ритмический рисунок. А если пригласить еще вторую перчатку, что же они могут делать вдвоем? Те же самые упражнения. И потанцевать. Но самое главное – поздороваться, при этом называть названия пальчиков. Большие пальчики, указательные, средние, безымянные, мизинчики. А можно знакомиться и по цветам. Желтые, зеленые познакомиться, белые. При этом называем пальчики. Указательный познакомился с безымянной левой рукой. Будьте в ритме вместе с ребенком.
Мы продолжаем праздновать столетие любимой республики. Впереди новые интересные проекты. Вот и театр мод Сыктывкарского колледжа сервиса и связи создал целую коллекцию одежды, посвященную юбилею. С ее создателями я пообщалась накануне. Фольклорные мотивы, авторская роспись и современный стиль, приправленный историческими элементами. Новые коллекции представил театр мод Сыктывкарского колледжа сервиса и связи, Дар века и Илвера. Долгий и кропотливый труд вложили студенты и преподаватели в коллекции, посвященные столетию республики. Вера Николаевна, я так понимаю, здесь зарождается мода, вот в этой 216-й аудитории. Да, конечно. Мы вот в этой аудитории новое художественно-конструкторское проектирование начинаем творить. То есть вот перед вами манекены, это такая называется техника наколка, где при помощи ткани и иголок мы создаем образы, да, которые потом мы реализовываем уже в другом кабинете, где мы отшиваем все эти изделия наши для коллекции, для нашего театра мод. Ну вот в колледже сделали ремонт, какие новшества у вас в театре мод, что у вас нового? В театре мод новшества, конечно, театр мод, и мы все просто радуемся этому ремонту, да, сначала. У нас даже студенты придут и не узнают в этом году, как за лето у нас здесь преобразилось все. А теперь зайдем в самое сердце. Именно здесь, в аудитории технологии моды, происходит пошив. Стоит отметить, что этот современный кабинет ничуть не хуже мастерских именитых дизайнеров. Здесь столько новшеств для нас и для наших студентов. Это и новые прямострочные машинки, стачивающие обметочные, это и новый парогенератор. С колодками. У вас новые манекены, пойдемте посмотрим. Да, конечно, сделанные по новой технологии, мягкие, точные, с руками, то есть руки можно закрепить и убрать. Ну, то есть очень качественные, которые можно даже шить нижнее белье, мерить брюки на эти манекены. Я вижу здесь чертежи. Раньше мы строили только вот так, то есть измеряли клиента, да, рассчитывали по особым формулам все, и потом строили на бумаге, то есть чертеж конструкции на бумаге. Потом это все вырезали, превращая вот в такие лекала, да, и потом намеляли на ткани. Теперь у нас все, технология движется вперед, прогресс движется вперед, и у нас появился в колледже вот такой широкоформатный плоттер, который будет в натуральную величину распечатывать уже и чертежи, и лекала один к одному. То есть намного облегчит процесс и по программе «Грация», который, возможно, будет делать градацию уже, например, мы построим чертеж на один размер, а он уже сделает градацию на смежные размеры, на 46, на 48, 50 и так далее. То есть время существенно сократится. Такие новшества помогают готовить специалистов, которые в будущем смогут работать в швейных цехах масс-маркетов. Коллекция «Дар века» – мотивы явлений природы и стихий Северного края, тут же растительный и животный мир. Автор коллекции Ольга Селиванова вместе с большой командой студентов и художников вложили всю душу и любовь к родной земле. Зимняя коллекция Илвера. Вдохновением для автора Веры Ильяшевич послужили погодные условия республики. Так как коллекция создана для столетия Республики Коми, мы попытались отразить в этой коллекции, да, какие-то моменты, связанные тесно с Республикой Коми. Например, вот на этом куртке-пуховике изображены еще и с познавательной целью, образовательной, все города Республики Коми с годами их создания. То есть они так органично влились во всю модель. В каждой модели еще, вот посмотрите, присутствуют головные уборы, так как я тоже за здоровый образ жизни, да, чтобы у нас не мерзли головы у молодежи. То есть мы им показываем, какие головные уборы могут быть. Причем здесь все хочу отметить, что в тренде, даже вот если рассматривать вот этот пуховик красный, да, первый который, то вот мне очень нравится вот эта косыночка. Да, конечно, мы всегда следим за модой, то есть мы шьем только трендовые вещи. На сумке этой вы видите, так как вообще это просто в тренде сейчас все надписи, я решила использовать сокращенную аббревиатуру аэропортов городов Республики Коми. То есть это значит что? Сыктывкар. То есть когда вы покупаете билеты, вы увидите это название, да?
Мне очень нравится идея вообще семейного лука, да, вместе, когда мама и дочка одеваются, например, в один комплект, да, то есть, например, у мамы такой пуховичок и у ребенка такой пуховичок. Вот это просто начало. Я, конечно, это пока только одна модель, и я очень надеюсь на то, что будут финансы для того, чтобы подшить продолжение этой коллекции. На вопрос, возможно ли увидеть на улицах республики такую коллекцию на девушках, у Веры Николаевны загорелись глаза. Планы грандиозные. Отшить удобные трикотажные костюмы, платья к этой коллекции. И я бы уже использовала, например, название рек Республики Коми, название различных достопримечательностей Республики Коми. Ну и просто популяризировать всю Республику Коми, чтобы наша молодежь, как патриоты, могли бы, да, носить это все и радоваться тому, что они носят такую современную одежду, но с надписями, которые символизируют, откуда они родом. Испытать себя смогли курсанты одного из военно-патриотических клубов республики. Они отправились в своеобразный рейд-поход в лесном массиве под Сыктывкаром. Северин Арпа узнал, сколько километров они осилили. Построение, осмотр снаряжения, наставление командира и вперед шагом марш. Курсанты военно-патриотического клуба «Веркань» «Рысь» отправляются в поход, чтобы проверить свои силы. Самому младшему 7 лет, в этом году он пошел в 1 класс. Рядом наставники. Итак, мы вышли на марш, друзья. Предстоит нам пройти несколько километров. Наша колонна. Где-то 10 километров, да, мы должны пройти примерно. Ребятам предстоит не только пройти в колонне, соблюдая дистанцию и интервал, но и еще получить определенные знания и навыки. Какие дозоры вообще есть? Головной, тыловой и еще фланговые. То есть фланг там, правый фланг, левый фланг. Коробочка 12, рассыпаться. Все спрятались. Молодцы. Молодцы, ребятки. Строй ведите, строем. Таких остановок с отработками разных команд впереди еще предостаточно. Ну что, бойцы, как самочувствие? Выполняется. Хорошо, красавцы. Вот такие шикарные виды мы наблюдали во время похода. Вот наши бойцы тут стоят. Конечно, был и привал, примерно на середине дистанции, а потом снова в путь и новые задания. Ну что, где-то половину дистанции мы уже прошли. Пока что самочувствие нормальное. После привала все немножечко отдохнули, перекусили. Осталось еще чуть-чуть. Или не чуть-чуть. Все зависит от командира. Да, одним из заданий было выкопать окоп стрелка. Вот как наши ребятки там старались. Вот даже самый маленький у нас участвует. Макс, давай, хорош. Вот, допустим, вот она первая моя. Я ее поставил, надавил, вывернул. Вот у меня песок. Здесь уйдет дерн. Я не копаю в сторону дерна, я копаю в сторону рыхлого. Не вперед копаю, а вот раз удар, вывел, раз удар, вывел. По словам руководителя клуба Евгения Напалкова, главное дать ребятам практические навыки. Ребята сегодня стараются подготавливать окоп для стрелка, поэтому лучше один раз мы попробуем все это ручками, с лопатами подготовить, зато они будут уже знать, как это делать в будущем. Не надо теоретический курс, потому что теоретически в одном улетел, другой вылетел. Сегодня мы также прошли вот с ребятками 8 километров, старшие наставники вели эту группу, отработали тактические элементы элементарные, такие как к бою, рассыпаться, формирование походной колонны, движение в походной колонне, опять же, да. Последний рывок для кого-то был уже на морально-волевых, но дошли все, без травм и потерь. Ну что, завершается наш марш-бросок сегодняшний. Все уставшие, но довольные. Мы возвращаемся в точку выхода, чтобы отправиться домой. Это было здорово, ребят. Курсант Елена Уксусова в клубе 1 год, и ей нравится все, даже строгая дисциплина. Я хотела себя попробовать, но мне сначала мама не разрешала. Потом пошел брат, и я на следующий год.
Что больше всего нравится? Ну, вся вот эта вот военная подготовка. Как сегодняшний марш-бросок пережила? Ну, как бы сейчас у меня не ощущается. Для меня сейчас легко, но учитывая по ранешним этим, то у меня завтра будут мышцы болеть. И вот финальное построение, благодарность за проявленную силу и волю от наставника и фотографии на память. Впереди новые полевые испытания. Первая часть программы заканчивается. Мы продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Это студия 11. Не переключайтесь, и тогда узнаете кое-что интересное. Чистые и прозрачные, правильно моем окна. Все по закону. Что нужно знать о гаражной амнистии? Окна – это глаза дома. Они наполняют комнаты светом и радостью. Как сделать так, чтобы они сверкали? Сейчас узнаем. Расскажу немного, как моются окна, с какими проблемами чаще всего сталкиваются и что можно применить для того, чтобы ваши окна сохранились в течение долгого времени в хорошем состоянии. В общем, первое, изначально их нужно мыть каждый год, 2 раза, получается, осенью и весной. Если этого не делать, то на окнах образуется известковый налет или же кальций. Потом окно очень сложно будет отмыть. Для мытья окон нам понадобятся ПАДы, разгоны, шубка для намыливания окна, 2 микрофибры и средства для рам. Изначально мы моем рамы. Наносим средство на рамы. Выжидаем буквально пару минут. Начинаем чистить раму. Мы используем парогенератор для того, чтобы из всех щелей выбить грязь. Прорабатываем обязательно эти щели. Затем берем микрофибру и протираем оконную раму. Переходим непосредственно к мойке окна самого. Намыливаем окно. Так, сейчас мы будем мыть само окно с помощью сгона. Уберем излишки пены с окна. И теперь остается у нас вторая часть окна. — 15 минут, и окно чистое, через него попадает очень много света, и намного приятнее смотреть на чистые окна. Если вы боитесь сами мыть окна на высоких этажах, так как это опасно, вы можете обратиться в клининговую компанию, и они вам безупречно помоют окна. С 1 сентября начала действовать гаражная амнистия. В течение 5 лет оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме. Что нужно делать? Студия 11 обратилась за консультацией в кадастровую палату. Светлана, расскажите, пожалуйста, что за закон о гаражной амнистии и когда он вступает в силу? С 1 сентября 2021 года вступает в силу закон о гаражной амнистии. Он будет действовать в течение 5 лет, то есть до 2026 года. Значит, этот закон направлен в помощь на оформление гражданами прав на гараж, на земельные участки под гараж, тем гражданам, которые долгое время пользовались гаражами, но не могли их оформить в силу действующих законов. Светлана, какие гаражи можно зарегистрировать в упрощенном порядке? Можно ли ракушку зарегистрировать? Значит, какие же гаражи попадают под действие закона о гаражной амнистии? Гараж должен быть обязательно капитальным, то есть иметь прочную связь с землей. Этот гараж должен быть построен до введения в действие градостроительного кодекса. Это до 30 декабря 2004 года. Также он не должен быть признан самовольной постройкой ни решением суда, ни решением органа местного самоуправления. Что касается гаражей и ракушек, эти гаражи у нас не являются объектами капитального строительства, соответственно, закон на них не распространяется.
Но при этом в законе есть ряд механизмов, которые направлены на такие объекты, не капитальные. Для таких объектов орган местного самоуправления будет утверждать схему размещения, предоставлять для пользования гражданам такие территории за оплату. При этом предусмотрен ряд критерий граждан, которым пользование будет предоставляться бесплатно. С чего нужно начать оформление гаража? Значит, сначала нужно убедиться, стоит ли земельный участок под гараж на учете, на кадастровом. Для этого можно воспользоваться сведением публичной кадастровой карты на сайте Росреестра. Можно через МФЦ подать запрос в кадастровую палату. Можно обратиться в Росреестр, либо в орган местного самоуправления. В случае, если земельный участок под гараж не стоит на учете, необходимо его образовать. Как образовать земельный участок под гараж? Прежде можно рекомендовать обратиться в орган местного самоуправления. Закон предусматривает, что орган местного самоуправления может проводить комплексные кадастровые работы по образованию земельных участков. Таким образом, гражданин может сохранить как расходы, так и избежание некоторых лишних процедур. В случае, если орган местного самоуправления не запланированные какие-то комплексные работы по образованию, гражданин самостоятельно уже формирует схему расположения земельного участка. Он может самостоятельно это сделать, может обратиться к кадастровому инженеру. После формирования схемы расположения земельного участка гражданин обращается в орган местного самоуправления за предварительным предоставлением земельного участка. После принятия положительного решения гражданин обращается опять к кадастровому инженеру и готовит межевой план в отношении земельного участка. Также в случае, если в отношении самого гаража, объекта капстроительства, отсутствуют документы, например, технический паспорт старый, то у кадастрового инженера можно наряду с межевым планом также запросить подготовку технического плана. После подготовки межевого плана, технического плана гражданин обращается в Росреестр с заявлением о постановке земельного участка на учет. После проведения учета получает на руки выписку из ЕГРН. После этого обращается опять в орган местного самоуправления, прикладывая выписку из ЕГРН и готовит заявление о предоставлении ему бесплатно в собственность земельного участка. Далее уже администрация после принятия положительного решения о предоставлении гражданину участка подает заявление самостоятельно, орган местного самоуправления подает заявление самостоятельно в Росреестр о постановке на учет объекта капстроительства и регистрации права собственности на земельный участок и на гараж. После проведения всех этих процедур администрация от Росреестра получает выписку из ЕГРН на земельный участок и на гараж и передает эти документы гражданину. Гражданин с того момента становится собственником как земельного участка, так и объекта капстроительства. Какие документы нужно подготовить? Получается, вообще процедура всего начинается с того, что гражданин смотрит, какие у него есть вообще документы о предоставлении земельного участка. Это может быть любое решение органа власти о предоставлении участка. Это может быть старый технический паспорт на сам гараж. Это может быть решение о выделении участка гаражным кооперативом. Это может быть справка о выплаченном пае. Либо это даже может быть документ о подключении к инженерным сетям. То есть любой документ может пригодиться, который имеет отношение к земельному участку под гараж, либо гаражу. Вот эти все документы, они предоставляются в орган местного самоуправления. Спасибо вам большое. Надеюсь, что инструкция поможет нашим гражданам. Спасибо. Совмещать приятное с полезным. Хороший жизненный принцип. Наш герой создал необычный гибрид велосипеда и беговой дорожки. А что, по-моему, неплохо получилось. И на этом пока все. Надолго не прощаемся. И не забудьте сегодня поставить на будильник легендарную песню Михаила Шафутинского. Ведь завтра 3 сентября. До встречи в эфире!